В мире, где каждая обложка открывает дверь в другую реальность, один поиск может изменить все. Это не просто магазины, это лабиринты загадок, достойные самых смелых искателей. Эти истории на полках оставлены, чтобы ждать нашего прикосновения. Сегодня мы с вами отправимся буквально в книжную экспедицию, которую можно назвать книжной охотой. Привет, мои дорогие! Одна из самых ваших любимых рубрик на моем канале — это книжная охота. И вот вчера мы вечером с Женей сидели дома, и бах, знаете, случилось дзынь, и мы захотели погулять по книжным. Я решила взять вас вместе с нами. Мы с вами отправимся на поиски новинок, конечно же, наш любимый Fix Price, потому что мне все больше сообщений поступает от вас, что там появились такие классные книги от издательства Кислород, там даже появилась книга «Цветы пиона на снегу», также появились книги моих любимых авторов Германа и Тамары Рыльских. Вот эта книга там 100% как раз вот появилась за 149 рублей. И еще многие книги от издательства Кислород. Конечно, я отправилась на поиски. Посмотрим, увенчаются ли они успехом. Ну и, конечно, также мы с вами погуляем по Читай-городу, чтобы полистать странички свежих бестселлеров и новинок любимых авторов. Возможно, именно сегодня у нас с вами окажется тот самый экземпляр, который мы искали годами. А вы пишите в комментариях, устраиваете ли вы книжную охоту, и если да, то какие книги покупали в последнее время. Но мы отправляемся вместе с вами в первый Fix Price. Пойдемте гулять. Перелистываем страничку, а точнее мы с вами поедем в первый Fix Price в надежде, что мы там сами найдем что-то интересное. А вам знакомо это чувство, когда вы идете в магазин, аж сердце замирает, потому что вы в надежде найти те самые книги, но, к сожалению, вы их там не находите. Обсмотрела все полки, и, к сожалению, книги от Кислорода я так и не нашла. Но, несмотря на всю печаль, все-таки интересные новинки я тут отыскала. Это у нас триллер «Снежная девочка». Нам в интернете обещают, что это испанский Стивен Кинг. Вот это, конечно, нам ожидания завысили. Любят такие жанры использовать маленьких детей. Здесь у нас теряется маленькая девочка, а спустя 5 лет ее родителям приходит видео, где она играется, и все с ней хорошо. Вот это жуть, конечно. Интересно, что там будет. Кто читал, напишите, как вы. Меня прям книга заинтересовала, и, может быть, за ней все-таки вернуться. Также у меня получилось отыскать вот такой достаточно известный роман «Мое прекрасное несчастье». На самом деле, теперь жалею, что не взяла эту книгу себе. Может быть, тоже за ней вернусь. И знаете, раньше, приходя в Fix Price, я мало внимания обращала на вот такие вот не совсем известные, ну, по крайней мере, мне книги. А сейчас я понимаю, какое это упущение, ведь история действительно очень интересная по аннотации. Например, на эту книгу на Лайфлибе оценка 4,6, представляете? А это вот у нас, например, герметичный триллер в экстремальных условиях высокогорья. Вот это да. Но вот с чем точно в Fix Price дефицита нет, так с этой серии «Королевская кровь». Она есть во всех Fix Price'ах, меня она не сильно интересует, поэтому прохожу обычно мимо. А, кстати, книги от Клевера здесь еще нашла, «Потерянные сердца» Эми Хармон, что меня очень обрадовало. И, конечно, любимая Дана Делон, и это вообще одна из моих самых любимых книг этого автора, «Шестого чувства», горячо советую. Много разного нонфикшена завезли в Fix Price, а я вот нашла еще книгу Энн Клис «Комната из стекла», она даже легла в основу сериала «Вера». Интересно. И продолжая о книгах, связанных с сериалами, например, да, у нас есть вот такие книги в Fix Price от Ока, я была удивлена, что нашла даже эту книгу в твердой обложке. То есть есть даже два разных варианта. Вот это, конечно, можно разгуляться. Очередной у нас триллер с блестящим смешением мрачного сеттинга, и тут у нас даже книжка вдохновлена «Островом проклятых», который я обожаю, с Ди Каприо. Боже, ребят, кто смотрел, тоже пишите. Снова триллеры, да, в Fix Price много триллеров. Но это мы уже успели понять, да? Да. Да, мы тут даже встретили Ирину Хакамаду с пересвеченным лицом, но как бы что такого? На самом деле книга очень классная, но обложка жуть. Сейчас очень много манги «Атаки титанов» в разных Fix Price'ах по 199 рублей, но первого тома, конечно, нет нигде. Мне кажется, шанс найти первую часть в Fix Price очень-очень маленький. Ну, а также тут есть классика, ее осталось не так много, и есть вот такие вот красивые книги, которые мы с вами часто встречаем. Очень классные, такие с биографией
художников. Ну как вам наш первый фикс-прайс? Мне кажется, все равно, несмотря на то, что я не нашла то, что искала, но я нашла интересные книги для себя. Также хотела сказать большое спасибо за вашу активность, комментарии, которые вы мне пишете. Я безумно рада, что вам нравится мой контент, подборки книг, которые я для вас делаю. Но я заметила, что в последнее время встречаются комментарии, что у вас не хватает времени читать больше книг из-за плотного, неудобного графика работы. Или же у вас просто отсутствует свободное время, и на чтение его совсем, к сожалению, не остается. Поэтому я хочу с вами поделиться одной идеей, как можно разгрузить свое время, наконец-то выделить время на самое любимое, в том числе и на чтение, и зарабатывать, конечно же, из дома. Самый кайф удаленной работы, что можно работать в принципе везде, хоть в кофейне, хоть дома, хоть вообще на пляже. И эта идея заключается в том, чтобы монетизировать свою любовь к чтению. Как это сделать? А сделать это можно попробовать усвоить удаленную профессию автора или копирайтера. Копирайтеры — это люди, которые пишут тексты для разных компаний и зарабатывают на этом от 45 тысяч рублей в месяц удаленно. Например, они делают краткие описания сюжетов книг или пишут тексты для сайтов, такие как «Читай город», «Буквоед», да, и вообще разные другие книжные сайты, которые всем нам известны. И чтобы освоить эту профессию, не нужно годы на обучение в вузе, быть особенным или креативным, достаточно просто любить читать и быть любознательным. Мне кажется, у нас этого как бы не отобрать, да? Чтобы вы могли больше узнать об удаленной профессии и понять, подходит она вам или нет, я оставляю ссылку в описании под этим видео на мини-курс от главного редактора Газпромбанка. И для моих подписчиков этот курс абсолютно бесплатный, так что, ребята, ловите свой шанс. В нем короткие видеоуроки о том, кто такие копирайтеры, сколько они зарабатывают и вообще какие возможности есть в этой профессии. Все очень подробно там описано и очень удобно. Вообще там есть информация, которая будет полезна вообще абсолютно всем, даже вот о том, например, как составить резюме. Еще там написано, как вести деловую переписку с работодателем и как вообще работать удаленно. Поэтому смело переходите по ссылке в описании и открывайте доступ к этому мини-курсу, все абсолютно бесплатно, поэтому очень советую, теперь сама буду читать. Я считаю, это успех, а мы уже такие вот счастливые милашечки и идем в следующий магазин. Да, мы тут вам сердечко передаем и поцелуйчики. Да, прошу обратить внимание на корку льда на земле, можно надевать коньки и ехать до книжного магазина прямо на них. На самом деле настроение уже давно весна в сердце, а не зима, и пусть она поскорее уже уходит, хочется тепла. А здесь, девочки, аккуратно нас украли. Но нас украли уже в торговый центр, поэтому пойдемте. Кстати, впервые мы увидели в торговом центре надпись фотоаппарата с улыбающимся смайликом, где написано, что съемка приветствуется. Сейчас будет святая святых. Читай город. Тутун. Тутун. Я умею двумя глазами. Раз и левый, и правый. Да, умеешь. Отлично! Все, достаточно. Немножко такой вам закадровой жизни показали, но, конечно, правда, читай город — это святая святых, где можно найти все. Я обычно тут пропадаю на час, на 2, на 3. Мне кажется, я могу весь день здесь гулять. Нет, я могу здесь жить, спать, все на свете делать, потому что, ну, это, конечно, рай. Алина, ты где? О, нашел. А вообще мой рай выглядит именно так. А у кого рай выглядит так же, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайк, чтобы я увидела. Мы еще попали под акцию 3 книги по цене 2, я вам о ней рассказывала. И, конечно, мы пришли к стенду супер-пупер новинок. Например, книга «Зацепить 13-го», которая шумела, мне кажется, везде. И если вы читали, ребят, напишите обязательно, как вам, потому что я тоже теперь очень хочу прочитать. И тут у нас прям тренд этой зимы — хоккей и любовь с хоккеистом. Также еще тренд
тренд уже, прошлого года, да, можно сказать. Это у нас книга «Слово пацана». Это та самая книга, которая легла в основу того самого сериала. А тут я пищу от счастья, ведь увидела новинку Аси Лавринович «Косточка с вишней». Безумно хочу ее себе и думаю, что на скором времени ко мне придет. Обожаю творчество Аси, да, у нее очень милые, легкие, в какой-то степени банальные книги, но с ними я так отдыхаю, они мне поднимают настроение. И это чтение буквально на 1-2 вечера, но оно такое волшебное и прекрасное. Из нового я еще нашла новый такой вот графический роман, я его еще ни разу не видела, но выглядит, конечно, так, немножко, знаете, устрашающе, рисовка мрачноватая, но классно сделано, я бы такое в коллекцию бы себе тоже приобрела, потому что 1984 я обожаю, это та книга, которая однозначно на меня повлияла. Моя огромная любовь к Гарри Поттеру продолжается, поэтому я еще нашла вот такую кулинарную книгу, все-таки хочу себе как-нибудь ее приобрести и попробовать приготовить что-нибудь. Более 150 волшебных рецептов для маглов и волшебников. Ну, для магов это актуально. Основные блюда, смотри, десерты, закуски. О, смотри, мясной пирог Молли, классическое блюдо миссис Уизли. Офигеть. Французский луковый суп от Кикимера. Они что, у них готовят эти? Домовые. Какая прелесть! Это же Корки в костюме дракончика и с сумочкой. Милашка. Поумилялись, посмеялись, теперь можем отправляться с вами в следующий фикс прайс. Вот мы идем пешочком, тут нас соблазняла эта шерпица, но мы все-таки спешили в фикс прайс, потому что он уже закрывался, и мы успели за 15 минут до закрытия. О, но этот фикс прайс это, конечно, отдельный кадр, потому что книги там лежат, мягко говоря, неудобно. И я не буду удивляться, если продавцы задают вопросы, а почему книги не продаются. Я, например, их своим ростом просто не могу банально посмотреть, я не дотягиваюсь, я не вижу, что за книги там лежат, благо у меня есть Женя, которого я прошу, и он мне все показывает, поэтому да. Если у вас нет Жени, в этом фикс-прайсе книги вы не сможете себе купить. Мы кое-как тут все посмотрели, и могу сказать, что, конечно, ничего нового здесь сильно нету, но здесь много старых книг, наверное, все-таки из-за того, что люди просто их не могут достать, и они тут залеживаются, заваливаются, поэтому можно найти какие-нибудь старенькие экземпляры. Ну и капелька новых книг, которые мы видели сами в первом фикс-прайсе. Но то, что я тут нашла, так это супер милая кружечка, на которой изображен Сёма. Это украло мое сердечко. Но мы пошли уже в следующий магазин, в торговый центр, где хотели сходить в мой любимый Амиталь. Милый магазинчик Моди. Нас ноги сами сюда занесут. Ай, ты можешь сюда не ходить. А теперь зашли. Нет, в виде яичницы. У него красная щечка. И вот он. Видишь, они, смотри, они Это еще плед. Смотри, они поцеловались и покраснели. Это плед, в смысле? Да, внутри у него плед. У Матвея такой есть. Открываешь, и там внутри плед. Вот нам в Питер надо. Да, кстати. Тебе серенького, а мне розовенького. И поедем в Питер. Мы тоже нашли для Сёмы бамбочку. Контейнер для пакета. Какой нам надо? Да. О, вот такая смешлейка нужна, смотри. Офигеть, с крылышками. Она всего 300 рублей стоит. Берем. Я лично не знаю, как проходить мимо таких магазинов. Когда вот такое вот здесь все есть, вот такое, уйти невозможно. Мы дошли до магазина, и представляете, он закрылся, мой любимый книжный магазин. Я, конечно, погрустила, но грустила недолго, потому что мы пришли в моем видео посмотреть Funko Pop. Я в последнее время их очень люблю. Это вот такие вот забавные, очень классные фигурки с образами персонажей из разных вселенных. Тут даже вот Атака Титанов есть даже Рон с Гарри Поттера с первой части. Очень классные фигурки. Я вот сама собрала уже целую троицу из Гарри Поттера.
Тут есть даже Аанг, может быть, кто-то смотрел мультфильм, я его смотрела и люблю. Есть прям крутые детализированные фигурки, как, например, Малефисента, мне она тоже очень понравилась. Но это, конечно, тоже наша мечта PlayStation, чтобы играть в игру вот эту по Гарри Поттеру, боже. Ну, конечно, мы стремимся к этой мечте. Как бы мечтать не вредно, вредно не мечтать, да? Ну и потом мы пошли отпраздновать, так сказать, нашу прогулочку, прекрасно ее закончить и покушать вредненько, но вкусненько, иногда можно себе позволить. На следующий день я выступала в своем родном городе и встретилась со своей любимой аудиторией. Я до сих пор не могу поверить, что вы у меня такие потрясающие и прекрасные. Каждый раз, когда с вами вижусь, это заряд положительной энергии. Так что, знаете, я вас люблю и ценю очень сильно. Мы потом вот такой вот компашкой пошли в следующий фикс прайс в надежде, может быть, там найти эти долгожданные новинки. Ну и да, это не увенчалось успехом. Я нашла опять же книгу «Мое прекрасное несчастье», те книги, которые мы видели с вами в прошлых фикс прайсах. Но из того, что мы не видели с вами, это книги Эммы Скотт. А Эмму Скотт я люблю, ценю также, поэтому очень советую. Также «Жестокий принц» здесь я нашла, Холли Блэк. Обложка мне не сильно нравится, но шрифт неплохой. А из старенького тут нашлась Кристина Старк и ее крылья. Вот так вот. Вот такое вот видео у нас получилось. Я не знаю, почему до Воронежа до сих пор не доехали книги от издательства «Кислород». Вообще этого не понимаю. Это на самом деле очень и очень грустно. Но в любом случае, мне кажется, видео получилось позитивным, интересным. Здесь оно вам принесло много положительных эмоций. Читайте больше и получайте удовольствие от каждой страницы. А мы с вами увидимся уже в следующем видео.